Здравствуйте, мои дорогие. Маш Долш, я приветствую вас на своем канале. Решила сегодня взять селфи-палку. В принципе, не снимала так, очень даже давно. У нас сегодня прекрасная погода, солнышко. Сейчас я сойду. Многие мои девочки просили показать мне мое хозяйство. Ну, как раз сейчас погода такая, что можно показать. У нас сколько дней? 7-8 однозначно шли дожди. А вчера было более-менее хорошо. А сегодня прям вот, смотрите, как солнечно-солнечно. Тепло-тепло. Выпустила я сегодня своих цыплят, гусят. Сейчас пойду покажу вам теленка. Надо корову выгнать. Уже подоила. Вот такие вот дела, друзья, у нас. Сейчас покажу вам палисадник мой. Но травы в огороде, конечно, уйма. И в огород мы с вами зайдем. Но пока до вечера у меня много работы. Ну, под вечер в огород все-таки зайду. Уже подсохло. Уже все можно сажать. Все опаздывает, конечно. Но, тем не менее, было холодно. Оно все равно там сидело, как посажено. Рассада моя уже давно должна быть в грунте. И мне давно нужно покупать рассаду тоже. Докупать, вернее. И огурцы давно пора сажать, не посаженные. Но, по идее, я хотела просто чуть-чуть пораньше посадить, а так-то я сажаю 10 мая. Как раз сегодня есть 10 мая. Ну вот как-то так. Пойдемте сейчас покажем вам палисадник и остальное. Палку я уже уберу, конечно. Вот мои красавцы тюльпаны. Угу. Котик мой недоволен. Мой, вернее, мой или не мой. Ага. Это кошка чужая. Ага, еще одна чужая кошка пришла, вот они друг другом и недовольны. Так, тут что-то куст пионов пропал. Что, интересно, с ним случилось? Тут должны были быть пионы, но они пропали. Ну-ка, черненький, зачем ты сюда пришел? У нас своих хватает. Так, пионам моим катастрофически не хватает солнышка. В этом году, если я успею, как говорится, всегда не успеваю, буду их пересаживать отсюда. Потому что вот буквально час-два только тут для них солнце, а потом уже начинается тень. Ну, помогает вот этот вот дом соседей. Слишком близко они мне его сделали. Ага, уже сюда пришел мой цыпленок. Конечно, их так выпускать нельзя будет. Так, походу понемножечку и к цыплятам пойдем. Смотрите, какая красота. Ну, они уже все. Видите, все-таки хризантемы уже видно, уже искать не надо. Все хорошо. Это, по-моему, у меня куст ромашки. А вот это что такое, я не знаю. Сорняк, не сорняк, или это чистотел, я точно не знаю. Что это, мне понравилось, я его оставила, не стала полоть. Так. Лаванда однозначно прижилась, потому что пошли новые росточки. Вот новые росточки, я этому рада. Надо будет какие-нибудь однолетки. Ой, аромат какой. Однолетки посадить. Так. Вот тут вот хризантемы даже побольше кустик пошел. Видите, как хорошо. Тут кустик побольше уже. Так. Ну вот этот вот сорняк, конечно, меня убивает. Он такой неубиваемый сорняк. Сколько я с ним борюсь, никак не получается от него избавиться. Вот, видите, какой. У него такой длиннющий корень. Так, вот у меня вторая магнолия, уже в этом палисаднике. Одна магнолия на той стороне. Так, а это, по-моему, у меня вот самосевом выросла. Как она называлась? Сейчас не вспомню. Ладно, потом скажу. А вот и цыплята. Немножко пугливые, не умеют еще. Но на солнышке пригрелись, им это нравится. Как видите, они выросли. Огромные корабли. Сколько они едят, это однозначно много. Мне не хватает этого корма. Куплю мешок. Купила перед праздником, купила 40-килограммовый. Ну, буквально дней на 5, на 6, наверное, хватило. Так, они разбежались. На той стороне туда убежали. Короче, вот так вот.
Вот такие мои цыпки. Скоро начну их приучать уже к обычному корму. Да и у нас, в принципе, и кукуруза, все подорожало. Вот этот вот корм, который сейчас они едят, гранулы вот эти, у нас раньше стоили 25-30 рублей за килограмм. Сейчас они стоят, если брать большой мешок, 41 рубль получается. Ну, 42 примерно. А вот вчера Ибрагим мне купил 2 мешочка по 10 килограмм. Уже по 45 рублей, 900 рублей я заплатила. Дороговато, надо понемножечку их приучать. Видите, бегают везде. Ну, их надо будет туда. Сейчас я вам покажу, куда я гусей. Ага, боятся сороки и вороны. Вас уже не утащит ворона, вы не бойтесь. Это вот разные породы цветной бройлер. Вот эти вот, которые побольше, это венгерский великан. Вот они, видите, сами вот, неуклюжие, большие. Вот эти вот рябые, это тоже французский бройлер, но я точно не знаю, как его название. Вот этот вот бело-серенький, тоже французский бройлер. Вот это вот галашека, вот его я знаю, это накеднек называется. Ну, а вот эти вот маленькие, вон беленький ходит галашека, коричневая галашечка, это домашних. Домашних, я скажу вам честно, я потеряла много, не знаю. Или из-за того, что они, скорее всего, они из-за того, что они... О, какая как-то резкость хорошо пошла, да? А то плохая была резкость у меня. Нет, теперь опять плохо. Освещение, наверное, играет роль. Ага, вот немножко получше. Или они корм не перенесли, потому что отдельно их отделить у меня просто не получилось в этом году возможности. Наверное, скорее всего, им не понравился корм для бройлеров. Поэтому домашних у меня тут практически очень мало. Точно не знаю. Я покупала 30 штук, но где-то 15 штук все-таки от них ушло. Вот, констатирую вам факт. Поэтому вот так вот, друзья. И вот с этим одним цыпленком что-то неважное, я не знаю, что такое. Какой-то он, но это бройлер. Какая-то шея повернута, не пойму что. Но сейчас пошла погода, я надеюсь, она будет. Хотя на неделе стоят такие дожди, но уже не так, как раньше, прямо вот целыми днями, а то так грозы и все. Конечно, именно вот так вот на воздухе, разгульно намного лучше. Потому что я так и не смогла купить солому для подстилки. А эта кукуруза не очень-то как для подстилки годится. Так, что еще? Ну, пойдемте покажу я вам еще и гусят. 2 гусят я тоже потеряла. Вывелось 9 штук. Но 2 гусенка были таких очень слабеньких. И они у меня все-таки через какое-то время ушли от нас. Вот, посмотрите, какие гуси уже. Уже, можно сказать, не гусята, а гуси. Так, что-то я плохо вижу. Телефон плохо снимает. Что никакой резкости нет. Ают. Ну-ка, бегите туда. Ну-ка, туда. Вот какие гуси. Гуси, га-га-га, да? Вот таких вот 7 у нас. Вот они. Так. Ну и заодно давайте и вас покажем, да? Ой, ают. Вот мои куры. Куры. Те мои хорошие. Да, мои хорошие? Да, мои золотые? Ну вот, друзья. И наш новый теленочек. Не знаю, как его назвать. Мадина просила его назвать Апрелькой. Вот наш новый член семьи, да? Огромными глазами, как у Иришки. Мужчина у нас родился, мальчик. Да? Ну, мы какие потревожили курочку. Вот такой вот масенький, хорошенький теленочек, да? Дайте мой золотой. Кучеглазый, большеглазый. Апрелька. Ну, пусть будет Апрелька. Он родился в конце апреля, друзья. Я вам не показывала его. Вот он. Глазки действительно интересные. Видите, вон какие коричневые, как Ибрагим говорит.
И поэтому они кажутся еще больше выпученными и большими. Маме недовольна. Так, Марту мы уже привязали на улице. Сейчас тоже покажем Марту. Вот, малышна, вот это вот забирай, дай молоко. На, куси. Куси, куси, куси. Так, нужно ведро придержать, а то она его перевернет. Ну вот, моя Марта. Худая, конечно, в этом году у меня. Я плохо запаслась как бы кормом. Было мало, поэтому худенькая. В этом году и Маня худая, и бычок Мишка тоже худой. Ну, Марта, Марточка у нас неплохая. Вот стройная. Стройная наша девочка. Машала, Машала, Машала. Да, Марточка? Так, надо им покупать хорошую эту для привязи. Ну, просто сегодня вывела, потому что она вот так рвется на улицу. Надо будет Мишу тоже привязывать, потому что травы много, как видите. Пока она хорошая, зеленая, сочная. У меня и стебли закончились почти, так что придется их выпускать. Да, Марта? Человек мой, человек. Ты мой человек. Ты мой человек. Ты мама красавица. Марта. Марта, Марта. Ну все, пошла. Ой, ты что меня бодаешь? Ты посмотри на нее. Ой, смотрите, сколько сорняка. Сколько всего. Вы знаете, друзья, я боюсь, что у меня картошку, которую я посадила, что-то с ней не то. Именно вот, причем ту, которую я купила побольше. 2 сетки было. Вот это вот всходит. Вот видите, немножечко всходит. И красная, которую я купила, тоже всходит. Тоже. Хотя тут вот видите много сорняка, так будет тень, но она вот-вот сходит все. Вот вместе посажена с тем, что я вам сейчас покажу. Видите, понемножку так тень. Вот понемножку, но уже все всходит, вот эти вот ряды. А именно огромный кусок земли, вот этот вот. Это вот зашла то, что осадок, ну, здесь картошки не было в прошлом году, просто трактор, когда копал, пахал, перетаскал это все, ряды когда делал. Это просто вот зашла старая картошка, которая была. А в рядах, которая посажена, она не зашла. И я ее подкопала, там практически только маленькие росточки пошли. Я сейчас, может быть, найду где-нибудь картофель, покажу вам. Я переживаю, что теперь этот большой участок земли у меня будет пустой. Ну, пустовать я, конечно, ему не дам, но столько картошки, сколько я бы хотела, не получится. Сейчас я выключу и покопаю немножко. Так, ну вот росточек все-таки идет, копнула одну. С ней должна быть. А вот еще одна. Ну ладно, все. А то я несколько раз подкапывала. Не было росточков. Как видите, есть. Видимо, позже зайдет. Ладно, лишь бы пустая не была земля. Ой, ну пока она не взошла, вот это вот вся я уберу, наверное. Вот так вот. Видите, земля уже... У нас тут настолько, вот, вы знаете, удивительно, что неделю шли дожди, да, бесперерывно. Моросня, дождь. Ну, просыхает буквально вот за сутки-двое. Все высыхает. Так. Чеснок хороший стоит. Уже тоже надо прополоть. Чеснок в этом году очень хороший. Так, тут сажала морковь. Тень от меня. Ну, вроде бы всходит понемножку. Это морковь от моей Вали, да? Немножко всходит. Не вся, не густо, но всходит. Ну, ничего. Что-то хоть есть. Смотрите, как обсыпана алыча. Так, что дальше? Укропчик тут зашел. Вот, ну посмотрите, сколько сорняка. А щавель, который мне дала соседка, пошел в семена. Но благо дело, ряд
Щавеля, как видите, взошел понемножечку. Смотрите, сколько сорняка. Это у меня руккола для салатиков. Тоже лучок, чесночок другой. Тут уже лучок нормальненько пошел, который уже в этом году посадила. Но вот видите, сколько сорняка. Жутька. Жуть, сколько сорняка. Так. Клубнику я свою не проредила, но она уже цветет. Буду потом прореживать, когда будут плоды уже, да? Вот так вот. С этими дождями действительно в этом году ничего не получается. Тут уже надо мне клубнику, которую я пересаживала, тоже подпушить, прополоть. Чеснок мы почти подъели. Старенький. Так, это шпинат. Тоже для салатиков. Ой, как сколько сорняка. Как его вычищать. Вы посмотрите, вот петрушечка маленькая. А сорняка сколько. Работы, конечно, непочатый край. От зари до зари хоть сиди в огороде. Так, ну как видите, клубника практически вся прижилась. Вся прям хорошо прижилась. Так, это кинза прошлогодняя пошла в цвет. Ну, ее мы едим мало, я и молоденькую подсадила. Единственное, да, вот я люблю ее в чахохбиле и в этих, как их, люля-кебаб добавлять. Так в сыром виде я ее, конечно, не люблю. Так, видите, вот картошка, которая, надо было мне эту красную, чувашская, по-моему, они сказали. Она и взошла быстро, и ростки дала, хотя тоже была без ростков, как и белая, которую я с той стороны сажала. Но вот эти вот 3 ряда, вот прямо видно, хоть и сорняк, но видно, что уже вот рядочки, и она вот 3 ряда прекрасно взошла. Это была одна сетка. А те были, причем эта сетка была, ну, ее была не полная такая сетка, да? А это было полные 2 сетки. И вот видите, ну ладно, попозже будет. Это в первую очередь будем есть. Это пустая у меня земля лежит для рассады. Уже пора, уже давно пора, конечно, сажать рассаду. Но под вечер немножко посажу. Сейчас у меня еще много дел по дому. Я ничего не делала, не управлялась. И у меня снова нужно сделать манты. 10 килограмм позавчера отправила. Нужно опять 10 килограмм делать. 5 я уже сделала, но вот нужно до вечера еще сделать. Ну, 5 килограмм мне ненадолго. Быстро я делаю. Манту быстро собираются. Это пельмени долго лепить. А манты быстро собираются. Вот так вот, друзья. Тут, конечно, у меня работы много. Нужно эту тележку выкинуть. Там это все уже просто... Как его? Все время слова забываю. Не знаю, что это такое. Пепел. Пепел, короче говоря. Его надо будет уже раскидать. Но там это не чистый пепел, прямо вот, что только вот навоз, и стебель, и дерево. Поэтому по огороду его раскидать не могу. Там и пластик, и все. Мой дивер как-то все начал потихонечку. И все у меня пережег, как бы, да. Тут яму надо тоже немножко вот это вот туда закинуть, на эту яму. Ну, пусть перегниет, по крайней мере, да, как мне девочки говорили. Землю он туда накидает, посажу тыкву и кабачки рядом. Да, между прочим, я кабачки сажала еще до дождя. Наверное, вряд ли было холодно, не взошли. Сейчас посмотрю. Нет, взошли. Вернее, один кабачок. Сажала 5-6 семечек. Зашел только один. Ну, все, пошли. Шпинат такой вкусный, прям сочный. Пошли управляться. Траву надо будет скосить. Так, ну вот, друзья, я управилась со своим утром, можно сказать так. И теперь буду делать манты. Ну, вы все это видели, как я делаю манты. У меня много на канале, но я сейчас включилась не из-за этого, а просто делая манты, немножко поговорю, потому что кое-какие комментарии, на которые, ну, не именно на эти комментарии хочу ответить, а вообще, во-первых, комментарии, во-вторых, много после этого ролика у меня
и в личке об этом спрашивают. Ну, немножко поясню, чтобы вам было более понятно. Многие об этом знают, конечно, но, видимо, это все спрашивают те, которые подписались попозже и не слышали этого. Так, значит, рецепт теста на манты, на пельмени, на вареники, на галушки, универсальное мое тесто у меня есть на канале. Я ссылку оставлю, если вдруг кому интересно. Фарш, из чего я делаю. Тут килограмм постного мяса, которое вообще не жирное. Обычно я беру мякоть с шеи. Килограмм лука, который я нарезала вот так вот кубиком. И грамм 300 жира говяжьего. Кто любит, может добавить жир бараний. Просто на заказ бараний жир нельзя. А как вы знаете, как я вам сказала, у меня заказ. 5 килограмм мант я уже вчера налепила. 5 у меня еще. 10 я налепила в позапрошлый день. И вот, дело в том, что где вот мы с девочками готовимся к приезду моей сестры, там я сказала, что у Танзилиного мужа есть вторая жена. И многие интересуются, как это могла там Танзила быть, какая она по счету жена, как могли жениться. Ну, в общем, в этом плане вы меня поняли. И, как я вам сказала, очень много даже вопросов начали писать в WhatsApp. Ну, в основном даже наши свои местные люди, да? Дело в том, что как получилось, я вам объясню немножко, что Танзила была замужем за этого же мужа ее, и прожив, по-моему, лет 5, да, потому что мальчику было 4 годика, когда ее ребенку было 4 годика, они развелись. Не будем там говорить сейчас, кто прав, кто виноват, почему, зачем. Ну, вот, как у нас говорят, они развелись, и она была дома. Она была дома, потом, через какое-то время, Танзила вышла еще раз замуж, но тоже неудачно, и вернулась. Я вам все это буду рассказывать очень коротко, потому что, как вы сами знаете, как даже многие писали, что это личное, ну, раз я начала это, то нужно людям объяснить, мне кажется. Дело в том, что через какое-то время, во-первых, скажу еще, что Танзила не может иметь больше детей по здоровью. И у нее, многие знают, что у нее только один единственный сын, которому сейчас 16 лет. На то время ему было 4 года тому назад, 12 лет, когда вот она вернулась, да? Они развелись. После ее развода муж женился. Вот никаких претензий к ее мужу нет, потому что они тогда и не думали, что снова соединятся, что снова будут вместе. Он просто женился, завел себе новую семью. У них 4 детей. И, вы знаете, какое-то время начались разговоры, чтобы Танзила вернулась обратно к своему сыну. Началось это все с ее сына. Потому что мальчик очень хотел, чтобы его мать была с ним. И вот так получилось, короче, они решили на своем, наверное, семейном совете. И вторая жена этого захотела и сказала, что я не могу смотреть на то, что мальчик хочет свою маму, что вот он так скучает по матери, что ему плохо без мамы. И она сделала такое вот решение, заключение. Ну, просто попросила, если есть вариантность ее вернуть, чтобы ее вернули. Но не буду тоже дальше говорить, что как. Об этом сильно настоял ее сын. Она, конечно, какое-то время не хотела. Я тоже, как и в тот раз скажу вам, что не очень-то была довольна ее этим решением, но она решила вернуться к мужу. В основном даже просто, может быть, из-за сына. А так тоже, это не в наших руках, это не в наших силах, значит так нужно было. Так повелел Всевышний. Они живут, как вы знаете, с нашего ролика вы поняли, что они прекрасно ладят, что у них все хорошо.
И они, сколько, уже 4 года, 5-й год, они ни разу не ссорились. Я имею в виду 2 жены. Вот. Ну, наверное, я ответила. Так, я сейчас приключу свою эту тестораскатку, поэтому я, по-моему, ответила на вопрос, почему, как и зачем. И поэтому, знаете, очень много там комментариев разных, и приятных, и неприятных, как бы много чего говорится, но ситуации, друзья, у всех разные. Жизнь такая штука, что пока на себе не испытаешь, ничего не поймешь. Каждый по-своему. Я тогда тоже, я же вам тогда сказала, что я бы не смогла. Ну, у каждого свой характер, у каждого свои жизненные ситуации. Хотя я и говорю, я не смогла бы. Я не знаю, что бы я сделала в этой ситуации. Да? Пока сам не коснешься этого всего, все равно не поймешь, что да как. Поэтому я надеюсь, что я на все ваши интересующие вопросы ответила. Кто спрашивал, я им все равно в личке ответила. Но, может быть, остались еще люди, которые хотели бы это узнать, но им неудобно. Вот. Надеюсь, что все удовлетворены сегодня. Вот так вот. И не надо там говорить, двоеженство, не двоеженство, разрешено, не разрешено. Я бы не сказала, что у нас там прям так очень много семей по 2 жены, по 3 жены. Редко, очень редко. Но даже вот на те высказывания, которые говорят, что вот 2 жены или в этом роде. Тут-то 2 жены, знаешь, хоть есть 2 жены, а если муж, например, живет на 2 семьи, а официально не женат, таких же случаев уйма. Поэтому, друзья, как лучше? Я даже и не знаю, наверное, никто не поймет, как лучше. Так, чтобы жена не знала, или все-таки знаешь, что есть еще одна жена. Ну и был такой комментарий: лучше бы вы показали и рассказали о своих сыновьях, чем показываете вот это вот одно и то же всегда. Ну, о сыновьях я тоже рассказывала, ничего не скрываю, и об этом многие знают. Но не каждый раз же мне рассказывать о сыновьях, не каждый раз, ну, не знаю, раз интересно, то могу ответить, но дело в том, что не любят сыновья, чтобы я их снимала, показывать. А так рассказать расскажу, никакого, как бы, ничего я не скрываю. Раз людям интересно, я могу рассказать, чем заняты мои сыновья и чем, может быть, даже занимались раньше. Как многие знают, мои дети рано остались без отца, и весь груз того, что делалось у меня во дворе, что мы строились, у нас не было нормального дома, мы жили в этом маленьком домике в 3 комнатках, всей семьей. Но потихонечку, работая, мы сделали себе дом. Первое время, чем мы занимались? Мы первое время устроились работать на поля. А так-то, конечно, они учились в летнее, зимнее время. Ну, на полях просто только летом, на 3 месяца выходили на работу. Ну, 1 год, да, по-моему, да. Мы ходили, просто нанимались на работу, потом уже начали сажать поля сами. Но когда умер их отец, старшему было 16 лет, он окончил 9-летку и поступил в колледж. Он на базе 9 на механика. Второму сыну моему было 12,5 лет, он учился в школе, он отучился тоже, потом уже на базе 11 поступил, закончил экономический колледж тоже. Он же поступал в высшее заведение, но он его не закончил. Поступал на строительное. Так как многие, может, не все знают, мой муж был строителем, а он с собой частенько брал мальчиков на работу. И они научились, смотря как и что он делает, они научились делать кладку.
И еще даже 14 лет не было, когда вот второй сын с помощью остальных моих, конечно, и деверь помогал, и родственники помогали. Он уже, ну, родственники достроили до окон нам дом, а выше окон уже построил сам он дальше. И крышу сами накрывали, и дом достраивал, и внутри все работы делались мальчиками самими, а потом уже и начал он и людям строить дома. Вот так вот они и учились, и работали. По профессии, правда, не работали. Немножко он работал механиком, ну, где-то год работал механиком, даже мотористом, можно сказать. В основном работали всегда на стройках, строили дома. Вот так вот зарабатывали. А лет, наверное, 5 или 6 они и строили, и мы также сажали картофельные поля. Мы сажали очень много огурцов, продавали. Это у нас была там своя торговая точка по дороге. Привозили. Того, что у нас нет, например, если у нас огурцы и картошка своя, то остальные овощи мы привозили из соседней республики. Занимались этим тоже. Купили газель бортовую, и мальчики ездили, привозили, продавали. Все вот так вот работали, друзья. Что еще о них рассказать? На данный момент старший сын работает, уже официально работает в Росгазе, но у них там внутри этого Росгаза Росстрой. Работает там. У него уже своя зарплата, он, можно сказать, даже у него идет стаж. Все как положено. Считается, ну, если даже не государственное, ну, как бы вот, не знаю, вот так вот у них и платят и отпускные, и больничные оплачивают, как государственная работа. И, как он мне сказал, идет у них стаж. Вот. Второй сын всегда занимался стройкой. Но в последнее время чуть-чуть состояние здоровья ему не позволяет, особенно в жаркую погоду, именно делать кладку. Поэтому он переучился и делает внутренние работы. У него это хорошо получается. Если что, кому-то нужно... Сейчас я коврик перестелю. Теплый пол выключила. А плитка очень холодная. Я без тапок. Коврик хочу положить под ноги. И так как долгое время он здесь не мог у нас в Ингушетии найти нормальную работу, работу предлагали, но она была очень малооплачиваемая. Он не хочет на малооплачиваемую работу работать. Он уехал в Москву, как я уже сказала, перед праздником, за 3-4 дня до праздника. Уехал в Москву, там теперь вот делает ремонт в квартире. В московских квартирах делает ремонт. Вот. А младшенький, мой оператор, мой модератор, администратор, все в одном лице. Он работает, он учится в колледже на программиста, на веб-дизайнера. Вот. Вот и все о моих сыновьях. Что о них еще рассказать? Они не женаты. Старший был женат, но недолго, не развелись. Теперь будем, наверное, постараемся, чтобы осенью, он нам обещал, по крайней мере, что он осенью женится. Будем ждать. Вот. Как только женится он, надо будет женить второго сына. Вот так вот рассказала вам о сыновьях. Ну, о дочках. Просто их видно, поэтому, наверное, и не просят рассказать. У меня есть ролики о дочках. Танзила вышла рано замуж. Она училась в колледже тоже, когда выходила замуж, но дальше не доучилась. Так что Танзила у нас без образования. А Мадина закончила университет, физико-математический факультет. Поступала, правда, на экономические налоги, налогообложение, но по стечению обстоятельств ей предложили работу. Даже на первом курсе, когда она училась, ей предложили работу,
школе, в которой она училась. И она вот со второго курса перешла на заочное отделение, она поступала на очное, перешла на заочное отделение, вышла на работу, и вот она с тех пор работает. Проработала в своей школе, по-моему, 5 лет, потом ушла в декретный отпуск, и уже второй год работает в школе в соседском селе, в соседнем селе, в Далакове, тоже преподавателем математики. Вот я вам рассказала немножко и о своих детях. Если что еще интересует, спрашивайте, я отвечу. Так вот, отвечая, разговаривая. Я надеюсь, я сегодня никого не обидела тем, что сказала, что есть комментарии, и я на них отвечаю. Тут такой ветер у нас разыгрался прям. Наверное, снова к вечеру будет дождь. Вряд ли я успею сегодня что-то посадить. Очень хотелось мне рассаду немножко высадить, огурчики высадить. Посмотрим. А так уже со следующей, ну, завтра немножко стоит дождь. А в четверг, пятница, суббота уже стоят солнечные дни, так что догоним, наверное. Вот такие вот дела, друзья. Вы знаете, это скалка Tupperware. Скалка немножко неудобная. То сюда я налила воду. Ручки немножко коротенькие. А так ничего. Вот, налила. Правда, сейчас здесь холодная вода. Когда теплая вода, немножко легче бывает раскатывать такое вот тугое тесто. Ну вот, друзья, дождь свое, все-таки погода свою опять сделала. Дождь прошелся 3 часа дня. Правда, сейчас он перестал, но так стало холодно. Был ветер сильный-сильный. Этот ветер все-таки принес дождь немножко. Не знаю, будет ли еще. Вот, в огород у меня не получилось пойти. Мам-то я уже сделала. Так, рассаду мы сюда принесли. Хотела высадить вот эту хотя бы. Видите, это уже и помидоры высокие, и баклажаны. Я еще их под деревом оставляла. И, видимо, все-таки просила Ибрагима занести, но он забыл, и я забыла. И перелил дождь их. Так, смотрите, как черешня тоже. Не знаю, прям обсыпана. Обе черешни обсыпаны ягодами. Ой, мамочки. Видите, как. И груша также. Айва цветет уже. Это последнее дерево, которое цветет. И яблоня прямо обсыпана, друзья. В такой холод мне что-то не хочется идти в огород, если честно. Так, что у меня тут зашло? Кое-что, это салатик зашел. Тут тоже что-то взошло. Точно не помню, что это. Укроп зашел. Вот моя подписчица присылала мне укроп. Вроде бы сходит везде. Смотрите, черешня, о которой я говорила, которая не плодилась лет 10, наверное, если не больше. Ну вот как я его погрозилась ему, что я его срублю, начала приносить плоды. Так, давайте-ка посмотрим яблоню. Цвела тоже прям. Ой, если это все сохранится, дерево, конечно, не выдержит. Сейчас прям. Сколько всего. Это все яблочки. Тут не фокусируется. Короче, вот так вот, друзья. Видите, вот этот вот пион, который в огороде у меня здесь, ну, в палисаднике в заднем дворе. Вот ему хватает света, и он, видите, уже и хорошие пошли бутончики. И он молодой кустик. Буквально 2-й год, по-моему, как я пересадила его. Так что вот так вот все-таки. Так, что у меня тут еще? Зашли гладиолусы немножко.
Это гортензия. Тоже 2 куста пиона. Там лилии. Что у меня еще здесь лилии? Ну, вот это вот все пустое. Надо будет однолетки какие-то посадить. Так, что еще? Это флоксы. Вон флоксы. Магнолия. Надо будет убрать малину. Это магнолия молоденькая. Это, по-моему, ромашки. Тоже, видите, как хорошо хризантема тоже пошла. И вот хризантемка пошла. Ну, снова надо прополоть. Так, вот хризантемка. Ну, ничего. Я смотрела погоду, если там будет, как сказано по погоде, а так неизвестно, как Всевышний, конечно, даст. Завтра еще стоит дождь, а так, да, среда еще, ну, как сегодня будет день, говорят, и солнце, и дождь. А с четверга уже несколько дней подряд будет хорошее солнышко. Так что нагоним, ничего. Вот как-то так.